Перед вами выступили педагоги Дворца детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой, руководитель, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, отличник просвещения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Людмила Спартаковна Белолюбская. Добрый вечер, дорогие наши коллеги, уважаемые гости и наши ветераны педагогического труда. Одна на всех победа. Так называется наш сегодняшний вечер от директоров образовательных учреждений города Якутска. Вырученные средства нашего благотворительного концерта пойдут в городской фонд «Победа». Вместе с нами выступят коллектив Хатасской школы имени Перфения и Надежды Самсоновых, руководитель ансамбля, директор школы Слепцов Николай Владимирович, хормейстер, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Лина Акимова и танцевальный ансамбль, руководитель Павлов Алексей Аркадьевич. Педагоги школы номер 31 Евгения Пудова и Сергей Протопопов, а также коллектив Мархинской школы номер 1 хормейстер Ольга Петровна Чемпосова, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Добрый день, уважаемые приглашенные, организаторы, директора образовательных учреждений. Во-первых, разрешите выразить слова благодарности за вашу инициативу и неравнодушность. Действительно, мы находимся в 3 неделях от самого главного праздника для всех народов и национальностей и возрастов, проживающих на территории нашей страны, как минимум, а по большому счету посмотреть это большинство стран нашего мира. Ведь величайшее поколение наших отцов, матерей, дедов и прадедов победило в самой кровопролитной, в самой большой, в самой судьбоносной войне за историю человечества. Благодаря поколению наших победителей мы сегодня с вами имеем возможность и видим развитие нашей страны, видим будущее наших детей, и их безмерная благодарность нашим победителям, она пронизывает все наше общество. Мы должны помнить не только ратный подвиг нашего поколения победителей, но и колоссальный титанический труд, который был проведен здесь, в тылу, во время Великой Отечественной войны, и за то, как была восстановлена огромная страна за кратчайшие несколько лет послевоенных. Это все оставляет в нас глубочайший след во всех поколениях. И отрадно видеть, что сегодня празднование великого юбилея для нашей страны, для каждого из нас в отдельности, начинается не только на городском уровне, но перешло на уровень трудовых коллективов. И, безусловно, здесь отрасль образования является отправной. Мы сегодня видим, что отрасль образования – это такая вот, скажем, системообразующая отрасль для тысяч горожан, которые проживают на территории нашего города. Во-первых, это многотысячный коллектив в отрасли образования, в системе городского образования. Во-вторых, это несколько десятков тысяч учеников и несколько десятков тысяч родителей, которые связаны с вами по линии ваших учреждений. И сегодня та инициатива, которую вы взяли как директора, как руководитель, она, безусловно, будет транслироваться и в ваши коллективы. Это очень важно, чтобы каждый проникся в нашем городе с тем ратным и трудовым подвигом, который был составлен и был пройден героическим поколением наших победителей. Просто цифры даже представить, это, конечно, было колоссально. Нам тяжело это сегодня представлять, но вдумайтесь, и вы прекрасно знаете эти цифры. Вы сейчас погружены вместе со всем городом в проект подвиги-якутска.ру. Да? Вот у нас, представляете, 420 тысяч в республике проживает, 62 тысячи призывается на фронт. Из них оставшиеся меньше половины мужчин остается, и весь остальной труд на себя берут наши
женщины того времени, дети войны. И были развернуты новые производства. Была собрана аж 2 танковых колонны, 3 эскадрильи самолетов. Это десятки миллионов рублей пожертвований. В то время заработок одного работника в сельском хозяйстве в селе рубль в день. Колоссальный труд. И мы сегодня видим, как равняются на ратный подвиг своих дедов участники специальной военной операции. Есть много представителей отрасли образования сегодня, кто представляет наших защитников на территории СВО. Есть сегодня яркое сравнение и преемственность поколений с нашим поколением, которое работало здесь. И здесь я хочу поблагодарить в первую очередь вас, отрасль образования. Сегодня пионером и передовой силой в формировании гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, находящихся на передовой, являетесь вы. Отрасль образования в пополнении Фонда Победы. Спасибо вам. Это тысячи людей, которые выделяют средства своих заработных плат. Это никогда никто не забудет. Я при любом удобном случае всегда повторяю, что отрасль образования стоит впереди всех отраслей в нашей республике по поддержке участников специальной военной операции. Еще раз благодарю вас за это. Даже сегодняшний концерт – это яркое подтверждение тому. Вот сколько сейчас Галина Прокопьевна сказала, уже более 270 тысяч, получается, собрано. Это тоже ваш большой посильный вклад нашим бойцам. Кому-то приедет дрон, кому-то приедет тепловизор. Все то, что поможет быстрее победить и вернуться сегодня к своим семьям. Желаю всем вам, желаю всем нам, чтобы мы достойно и на высоком уровне справили предстоящий юбилей, чтобы мы все вместе с вами окутали вниманием и заботой наших ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, чтобы мы уделили должное внимание всем ветеранам тыла, да, кого мы встретим, кого поздравим, блокадников Ленинграда, узников концлагерей. Мы должны окутать их всех вниманием, теплом и заботой. И это должны видеть наши дети, ваши подопечные, поскольку воспитание и патриотизм сегодня в первую очередь зависит, конечно, от вас. То, что вы все проникнуты и включены в этот проект, он, конечно, отразится и на том климате, который будет сформирован в ваших учреждениях. Спасибо вам большое. Я не сомневаюсь в том, что благодаря в том числе такой работе мы воспитаем то поколение, которое будет двигать нашу страну еще вперед, делать ее еще сильнее. И мы никогда никому не позволим изменить историю. Никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо вам большое. Слово предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановне Евсиковой. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны, разрешите мне от имени депутатского корпуса нашей городской думы, нашего города, поприветствовать сегодня всех вас в этом зале. Абсолютно согласна со всеми словами, что сказал Евгений Николаевич. Действительно, отрасль образования сегодня – это авангард и в воспитании наших детей, авангард в помощи семьям участников специальной военной операции. И, конечно, сегодняшний концерт, благотворительный концерт, я думаю, очень символично, Евгений Николаевич, что череда этих праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, начинается с такого благотворительного концерта руководителей наших общеобразовательных школ. А еще очень символично, что название этого концерта «Одна на всех победа». Потому что сегодня, так же как в 45-м, мы все ждем этой большой одной на всех победы. И я думаю, что она действительно придет, потому что сегодня для каждого жителя нашей страны, для каждой семьи эта победа очень нужна, очень важна. Дорогие друзья, мне сегодня хочется, конечно, поздравить вас с этими наступающими майскими праздниками.
9 мая, День Победы для нашей великой, огромной страны – это главный праздник. Особенно 80-летие Победы. Это день, к которому готовились все школьные коллективы, все образовательные коллективы очень долго. Мы действительно шли и идем к этому дню, чтобы показать, наверное, всю мощь системы образования, всю ту огромную работу, которая была проведена на протяжении многих лет. Сегодня отрасль образования – это, наверное, отрасль, для которой очень важны такие слова, как память. И благодаря нашему музею истории образования нашего города, нашей республики, и сегодня здесь сидят люди, которые собирали по крупицам эту историю, это действительно очень важно. Я думаю, что в эти дни музей должен принять огромное количество детей, педагогов, которые пришли посмотреть на лица тех, кто трудился в годы войны, кто ушел на фронт из наших школ, кто вернулся и о ком память хранится сегодня в музее. Мне сегодня хочется сказать огромное спасибо вам за и вашу инициативу, и за ту огромную работу, которую вы проводите, каждый из вас, сидящий в этом зале, по воспитанию патриотизма в душах, в сердцах наших детей. И мы понимаем с каждым днем все больше и больше, насколько это важно. Дорогие друзья, приближаются замечательные майские дни, и мне хочется пожелать вам всего самого доброго. Подходит к концу очередной учебный год, а значит, впереди новые заботы, итоговая аттестация, которая всегда очень важна и которая является показателем, наверное, работы системы образования. Но я думаю, что самое главное, что вы воспитываете и готовите, учите. И мы получаем не просто умных, образованных людей, но самое главное, мы получаем людей, патриотов, патриотов своего города, патриотов нашей республики и нашей страны. Дорогие друзья, с наступающими праздниками! Огромное вам спасибо за ваш труд. И пусть главные составляющие нашей жизни – вера, надежда, любовь – всегда идут рядом с вами, никогда вас не покидают, а ведут вас туда, куда мы должны все обязательно прийти, к одной большой победе. С праздником! Благодарим Евгения Николаевича и Евдокию Ивановну за напутственные слова. Всем приятного просмотра. Всем, кто верил и верит, что победа будет за нами, посвящается. Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра
без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Война закончится, вернусь домой, дом построю и яблоню посажу. Нет, не одну яблоню, а целый сад посажу. Загадал ты, мой друг, немало. А вот вернемся ли домой живыми? Обязательно вернемся. И не просто вернемся, а с победой вернемся. Здорово, служивые! Здорово. Кто здесь ваш? Алексей Смирнов есть такой? Ну, я Смирнов. А что? Что? Письмо тебе, боец. Танцуй. Держи, брат. Пишут, Алексей. Напиши обязательно, что домой ты вернешься. Я так своей жене и сыну написал. Ребята, не грустите, пойдемте танцевать. А пойдем. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, соки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный, ты смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Наши храбрые мальчишки в разведку шли и смело в бой. И каждый знал и твердо верил: победа будет любой ценой. Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в 5-й роте налево при жестоком налете. Я не видел разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облачком пыли ходит рожь на холме. Я, где крик петушиный на заре по росе, я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. Где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминке даже мать не придет. Летом этого года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня. Подсчитайте живые, сколько сроку назад был впервые на фронте назван вдруг Сталинград. Фронт горел не стихая, как на теле рубец. Я убит,
и не знаю, наш ли жив, наконец. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это живые, нам отрада одна. Что недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран обид земля дрожит, теплом души ее согреем. И все о той весне увидел ли во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся, что вьюга отмела, что верба развела, и прадед мой с войны домой вернулся. И все о той весне увидел ли во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед твой с войны домой вернулся. Не надо войн и сквернословий, не надо вражеских опал. Добейтесь, чтоб наш прадед понял, за что он жизнь свою отдал. Ох, братцы, тяжко на войне, ох, как тяжко. Но ведь не зря говорят, человек ко всему привыкает. Ты не привыкай, ты скоро домой поедешь. А я сегодня из дома письмо получил. Все хорошо. Отец говорит, возвращайтесь с победой поскорей. Дом надо достраивать. Отец твой правильно говорит. Только с победой вернемся, где бы не защищали Родину. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.
большой история. Алеша танк, тупая мой, отвагою гордимся мы. Да здравствует страны герой, Россия надеждой полна. Мы истина, между веков, одной судьбой завязаны. Великой Родины сыны, победы вести ты. Алеша там, тупая мой, отвагою гордимся мы. Да здравствует страны герой, Россия надеждой полна. Алеша там, сон потом, герой Камуровой дубу. Країна, рекорди, лягай мурами. Алеша там, тупая мой, отвагою гордимся мы. Да здравствует страны герой, Россия надеждой полна. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Жди меня, и я вернусь, только очень жди.
Я уходил тогда в поход в суровые края. Рукой взмахнула у ворот, любимая моя, чтоб все мечты мои сбылись в походах и боях. Издалека мне улыбнись, моя любимая. Кроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы звездная память друга. Мы память, мы звездная память друга. Смахнул солдат слезу святую, и засветился добрый взгляд. Жизнь утверждая молодую, шумит его весенний сад. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про земного сизого орла. Чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.
Сегодня беспилотники много летали. Наши молодцы, сбили. Жаль, позвонить нельзя, запеленгуют. А я с батей и с дедом разговаривал. Смотрите, какой у нас сад. Ничего, мужики, недолго осталось. Скоро дома будем. Эх, матерей наших жалко, сколько они натерпелись. Пожалуй, если бы не их вера, что мы все вернемся обратно, совсем туго было бы. Сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкою надеждой в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой малыш, среди улиц, домов и крыш, непрекаянно, чуть дыша, заплутала моя душа. Ах, неспроста так упрямо твердят уста, все пройдет и весенний порой ты вернешься, мой сын, мой герой. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкою надеждой в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкою надеждой в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу.
Обжигая горячим дыханием, закружилась весна над землей. Вальс победы, великой победы, мы станцуем сегодня с тобой. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной не сегодня любимый, родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает передо мной. И часто в бой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Синенький скромный платочек. За них родных, желанных, любимых. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с великим днем, с днем нашей славы, с днем победы! День победы, как он был от нас далек, как рассвет потушен мою уголек. Были звезды, обрыли в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, городом трава, это праздник, седьмой на местах.
по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы бежали, как могли. Это день победы, городом права. Это крайний седьмой войска. Это рада, взгляли на глаза. День победы, день победы, день Директорский корпус школ города Якутска поздравляет всех с наступающим великим праздником, праздником Победы. И сегодня мы хотим вручить вырученные деньги в сумме 270 тысяч рублей председателю Якутского городского благотворительного фонда «Победа» Трепша Николаю Александровичу. Уважаемые участники великолепного торжественного мероприятия, от лица председателя, от членов, и хочу, самое главное, от наших ребят, от наших солдат, как сказал Евгений Николаевич, фонд был образован 1 ноября 2022 года, и уже он составил более 130 миллионов рублей. И я знаю, что буквально вот с вашей небольшой толикой он вырастет, и я думаю, до Дня Победы он вырастет гораздо больше. И хочу также поблагодарить, я знаю, что здесь находятся ветераны педагогического стажа. Про себя хочу сказать, что у меня родители оба педагоги. Вот. И я знаю, какой нелегкий труд у вас. И великолепный концерт, хочу сказать, что сами придумали, сами сделали. И как военный человек, кто в армии служил, знает, да? То есть, когда ты приходишь на первый курс, там, молодым, там, зеленым, шинель составляет высота, да, вот, от пола, да, от асфальта, да, нижнего краешка 28 сантиметров. Ты становишься помощнее, поздоровее, у тебя становится 32. Я обратил внимание, юбочки были на одном уровне, независимо какого роста. Хочу сказать, да, я это обратил внимание, то есть по большому счету все серьезно, все по-военному, да, и побольше улыбок, поменьше слез, и самое главное, чтобы пришла победа. Искренне большое спасибо. Мы хотим еще сказать огромное спасибо за вклад Фонда Победы в наш концерт, включились все зрители, ученики наши, коллеги наши, родители наши, общественность, да, и ветераны нашего педагогического труда. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли на наш концерт и вклад внесли Евдокия Ивановна, Евгений Николаевич, Николай Александрович, все наши ветераны, все наши родители, да. Всем огромное спасибо, что сегодня все вы были с нами. И таких концертов от директоров будет еще не один раз. С праздником вас! С годом защитника Отечества! Пусть всегда будет мирное небо над головой, улыбки родных и близких людей.
Приглашаем вас, уважаемые ветераны, уважаемые гости, на общее фотографирование.